В Абхазии более 10 тысяч гектаров ореха, и для многих крестьян выращивание этой культуры является основным источником дохода. В прошлом году от различных грибковых заболеваний ореха фундука пострадали почти все плантации восточных районов республики, и основная из них – мучнистая роса. Данное заболевание растений вызывается распространением различных видов микроскопических грибов-паразитов. Кроме того, появившийся в Абхазии в последние годы опасный вредитель мраморный клоп также наносит ореху фундуку большой вред. Чтобы спасти урожай, на территории республики продолжаются работы по борьбе с мраморным клопом и лечению сельскохозяйственной культуры. Специалистами Россельхозцентра по Ростовской области обрабатываются ореховые плантации Ачамчирского и Гульрифского районов. Представители Россельхозцентра не первый год сотрудничают с Министерством сельского хозяйства Абхазии. Их совместными усилиями достигнуты неплохие результаты. Однако, по словам министра сельского хозяйства Амирана Какалия, в этом вопросе необходима и поддержка ореховодов. Мы сегодня проводим несколько экспериментальных участков, ведем на территории Абхазии именно по ореху фундуку, по защите ореха фундука, плюс еще по борьбе с коричневым мраморным клопом. На сегодняшний день, по состоянию на сегодняшний день, мы наблюдаем резкое снижение мраморного клопа пока. Будем ждать июля-август, и поэтому сегодня наша задача Минсельхоза по поручению президента помочь нашим ореховодам. То, что мы можем, это все делаем максимально. Но при этом, пользуясь случаем, хочу сказать, что наши крестьяне тоже должны нас услышать. Новая технология, новые современные методы ведения. Мы вплотную работаем с нашими крупными ореховодами. В этом году, не хочу сглазить, мы ожидаем неплохой урожай. Но при этом еще раз хочу сказать, что наши плантации обработаны неправильно. Нам нужна современная обрезка, надо проводить. Кроме того, орех фундук неправильно посажен. Рубить его нельзя. Некоторые крестьяне говорят, что об уничтожении и так далее. Эту культуру надо сохранить. В основном лечение сельскохозяйственной культуры проводится с применением различных химических препаратов, которые имеют побочные эффекты и могут повлиять как на растения, так и на здоровье человека. На этот раз впервые был применен препарат под названием экстрасол, не содержащий вредных веществ, в котором было обработано около 200 корней ореха. Сегодня заложен опыт на участке. На этом участке 5 рядов обработаны микробиологическим препаратом, который содержит в себе живую культуру бактерий. Бактерия Bacillus subtilis – это препарат. Эта бактерия, она уничтожает патогенные грибы, в том числе мучнистую росу, позволяет сдерживать рост заболевания. Если фундук уже заражен какой-то болезнью, этот препарат в чистом виде не поможет. Им только нужно работать профилактически, обрабатывать с начала вегетации, может быть, за сезон несколько раз. В денежном выражении это не очень большая сумма, но в мире везде развито биологическое земледелие, производят очень много экологически чистых продуктов. Как раз этот препарат позволяет нам и снизить и финансовую нагрузку на производителей, на собственников этих посадок, и в то же время бороться успешно с заболеваниями. Как говорят специалисты Россельхозцентра, это только экспериментальный способ лечения. Для выявления эффективности данного препарата до обработки ореха ими на пробу были отобраны образцы. Через 10 дней для сравнительного анализа снова будут взяты образцы сельскохозяйственной культуры. При достижении положительного результата лечение ореха будет проводиться уже при помощи препарата экстрасол. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.